Здравствуйте! Вы смотрите на канале АТВ предвыборные дебаты в прямом эфире. И мы продолжаем обсуждать с кандидатами тему о внутренней и внешней политике Молдовы. И сегодня у нас в студии кандидат в парламент Республики Молдова от политической партии «Народное движение антимафия» Павел Герман. Добрый вечер. Добрый вечер. Были приглашены на сегодняшние дебаты еще независимые кандидаты Валерий Плешко и Анатолий Дога. Однако отказ от участия или отсутствие одного или нескольких конкурентов на выборах или их представителей на предвыборных дебатах придается гласности и не является основанием для отмены или приостановления выхода передачи. В случае отсутствия одного или нескольких конкурентов на дебатах отведенное им время не возмещается. Поэтому сегодня мы продолжим наши дебаты с одним кандидатом. В начале передачи я передам правила проведения передачи для телезрителей. В начале передачи ее участники представят основные тезисы по теме дебатов. Ну а затем перейдем непосредственно к дискуссии. Каждому участнику в нашей передаче отведено 15 минут в течение всей передачи, плюс 5-10 минут для ведущего. Кандидаты используют это время по своему усмотрению. Во второй части будет предоставлена возможность дебатировать с оппонентами, однако сегодня наш кандидат будет дебатировать, наверное, только с ведущей. В третьей части дебатов участники ответят на вопросы избирателей. Всем предоставляется во время передачи право на реплику. Ну а в конце программы кандидат сможет еще раз обратиться к избирателям, чтобы убедить их голосовать за свою партию. Ну а сейчас я передаю слово кандидату. Пожалуйста, ваши тезисы, основные лозунги вашей партии. Уважаемые жители Гагаузии, города Камрад, Народное движение антимафии, наше слово приехало и к вам. Первостепенная цель политической партии Народное движение антимафия – это трансформация Республики Молдова в современное европейское государство, без потери суверенитета в Европейском Союзе. Для этого первым делом мы создали команду из людей, которые приехали из развитых стран, наши сограждане, которые уехали за границу 5, 7, 10, 15 лет назад, которые уехали отсюда от бедности, от плохой жизни, там реализовали себя, и сейчас они приехали назад в Молдову для того, чтобы без каких-либо других интересов развивать нашу страну по принципу тех стран, которые они видели. У нас из первых 10 кандидатов в списке есть парень, который приехал с Брюсселя, с Лондона, с Парижа, с Греции. Вторым делом, мы единственная политическая партия на сегодняшний момент, которая можем похвастаться тем, что за нами нет никаких интересов, кроме публичного интереса. Дело в том, что люди, которые пришли в наши списки, это были люди, которые пришли к слову Серджо Макану. У Серджо Макана есть передача. Он председатель вашей партии. Он председатель нашей партии. У него есть передача по интернету. Люди, которые слушали эту передачу, они были согласны с тем, что он говорит. Они пришли и без никаких других интересов начали работать с людьми в территории, обсуждать, убеждать людей, что это правильное слово и это правда. В-третьих, наша цель по входу в парламент не создавать коалицию ни с Филатом, ни с Плохотнюком, и ни с Ворониным, и ни с Додоном. У нас другой подход. Значит, мы видим вещи именно так. Мы не будем создавать коалицию с партиями, которые на левом фланге, потому что мы считаем, что путь Молдовы это европейский все-таки вектор. Мы с кем будете? Да, вот я объясню. Тут нюанс, который надо объяснить. Дело в том, что также на списках партий, как ЛДПМ, как либеральной партии, есть люди, с которыми мы не собираемся создавать коалицию. Есть люди, как Филат, есть люди, как Шалар, Угимп. Да, это люди, которые, находясь в своих постах, нагрязлись скандалами коррупции, воровством, трафиком влияния и так далее, вот такое прочее. Мы будем, наша
цель будет в том, чтобы эти люди покинули списки этих партий, и будем создавать коалицию с теми, кто останутся на списке дальше. То есть те, кто сзади, придут вперед на списки, потому что там тоже есть люди, которые за идею, а не за воровство. И единственное наше условие, которое будет для коалиции, это будет миссия по верховенствованию над законом. Эта миссия, это центральная наша идея, то есть судебная система, прокуратура, администрация, налоговые органы, таможенные органы, они не имеют больше административного ресурса, они исчерпали себя. Поэтому мы считаем, что мы можем обратиться к Совету Европы, так как это случилось в бывшей Югославии. И там есть программа EULEX. У нас в силе потребовать миссию на верховенствование закона, которая предоставит Молдове на 2 года европейских судей, европейских прокуроров, официалов для таможенной инспекции и для налоговой, для того, чтобы Республика Молдова смогла наконец-то установить юстицию. И мы считаем, что 2 бюджета, народных бюджета, проходят мимо официального бюджета за счет разных схем, которые создали еще Олег Воронин с Плохотнюком, и сегодня ими орудует Плохотнюк с Филатом. То есть Хорошо, чуть дальше мы об этом поговорим, просто затянулось как бы ваше приветствие, и ну, к сожалению, сегодня вам не с кем будет дебатировать, но первый вопрос в первом раунде, на который я бы хотела, чтобы вы ответили. Вот как вы оцениваете внутреннюю и внешнюю политику, проводимую властями Молдовы за 23 года, за все годы независимости Молдовы? Мы считаем, что внутренняя политика в Республике Молдова всегда строилась на том, чтобы людей поставить на 2 баррикады. Одну баррикаду, которая, чтобы смотрели в сторону России, другая баррикада, которая смотрела в сторону Румынии. И в это время, пока люди между ними ссорятся, они ходят по нашим карманам. Мы считаем, что политика строилась неправильно, и более того, даже в этой предвыборной гонке партии стараются создать ощущение того, что мы еще находимся на этих баррикадах. На самом деле люди устали от всего этого. На самом деле мы должны воевать с нашими внутренними проблемами, решать наши внутренние проблемы. Каким образом воевать? Дело в том, что мы должны создать программы по коэзии в социуме. Дело в том, что в Молдове и русские, и украинцы, и гагаузы, и болгары, и молдаване все живут плохо. Они все сталкиваются с теми же проблемами. Дело в том, что разные партии стараются свой собственный интерес вставлять разные лозунги. Да, мы за таможенный союз, мы за Евросоюз, мы за объединение, мы против объединения. Но на самом деле, если смотреть во все партии, то есть у них один и тот же интерес. То есть прийти к власти для того, чтобы воровать. Мы видим дела в том, чтобы люди должны объединиться, эти конфликты должны исчезнуть. Мы должны привести юстицию. Эта юстиция международная, как мы сказали, на 2 года, пока мы подготовим других судей и прокуроров, должна распоставить все вещи на свои места. Мы должны вернуть разворованное, расхищенное имущество назад народу и оттуда начать с новой точки, как объединенное сильное государство. Мы считаем, имущество, что вы имеете в виду? мы имеем в виду ту же банку де-экономии, мы имеем в виду тот же аэропорт, мы имеем в виду те же боны, если все помнят насчет тех же бонов, и Франзи Луца. То есть очень много, мы за 4 года вышли перед прессой и рассказали очень много случаев хищения и вхождения разных политиков в всякие вот такие вот дела. Та же Падуря Домнянска. То есть Падуря Домнянска, которую Серджи Мокану раскрыл, она доказала то, что в Молдове установилась мафия. Мафия, которая контролирует судебными органами, прокуратурами. Почему мы говорим мафия? Потому что мафия отличается от воров тем, что вор крадет и боится, а мафия купила себе прокурора и судью.
Мы считаем, что в Молдове надо вернуть то, что было расхищено. Это возможно сделать только по примеру развитых стран, где такой прецедент был. И тогда, когда любой чиновник будет знать, что он не может манипулировать различными идеями, включая даже патриотическими идеями, для того, чтобы воровать, тогда мы сможем жить все вместе и дружно. Спасибо. А вот европейских судей, что вы имели в виду? Как это привести сюда европейских судей? Да, я вам объясню. Значит, такая практика была, как я сказал, и в бывшей Югославии, да, после войны. Европейские судьи, это есть программа, она называется «Миссия верховенствования над законом». Европейский суд, Европейская комиссия может помочь Молдове за свой счет прислать сюда судей в высшие эшелоны судебных систем, которые будут судить в интересы Республики Молдова без потери суверенитета, но эти люди, они не вошли в какие-то конфликтные интересы или в другие коррумпированные интересы с местными властями. Так, юстиция должна быть очень сильной. То есть перед юстицией должен бояться политик, должен бояться судья, должен бояться прокурор, должен бояться бизнесмен. Юстиция должна быть правильная. Для этого на данный момент у нас не существует какого-либо ресурса для того, чтобы создать такую систему. Но по внедрению на 2 года миссии по верховенствованию над законом мы можем подготовить наши местные кадры из молодых людей, которые могут уже судить далее по принципу ЕСПЧ. А ваше отношение к вступлению Молдовы в Евросоюз или в таможенный союз? Да, мы, Народное движение «Антимафия», считаем, что в геополитическом контексте вопрос для Республики Молдова уже был решен за счет войны, которая проходит в Украине. То есть то, что останется из Украины, это будет антироссийский. Поэтому для Молдовы сейчас был построен забор с Россией. И наш путь и только в Европу. Более того, я скажу, у нас на списке есть парни, которые приехали и из Москвы с работы, которые работали в России. И они, бывая и в Европе, они все-таки поддерживают наше направление на Европу. Спасибо. Ну, колю не с кем вам дебатировать, мы сейчас хотим предложить вашему вниманию наших телезрителей, как и обычно на каждых дебатах, мы предоставляем мнение наших граждан, ну а потом вы будете просто их комментировать. Внимание, смотрим сюжет. Виноградарство всегда, всю жизнь в Молдавии и в советские времена, и после этого периода всегда Молдавия держалась на винограде, на вине. Сейчас, конечно, большие проблемы. Цены очень низко упали, и людям невыгодно содержать виноградники. Лично я имел много виноградников для меня, как для учителя. Но я в этом году решил выкорчевывать виноградники, потому что совсем не перспективно, нету перспективы в этом деле. Чем дома? Пенсионерка. Пенсионерка. Как живется сегодняшним? Ой, очень плохо, очень плохо. На лекарства не хватает, на еду не хватает. 800 лей получаем, мне куда это деньги деть? Скажите, пожалуйста. А вот как голосовать? Всех выбирайте нас. А никто пенсию не поднимает нормально. Люди не обеспечены, не имеют наличных денег, потому что молодежь выехала, остались старики, пенсионеры, дети. Я 8 лет как на пенсии. Тяжело нам живется пенсионерам. Муж у меня инвалид 1 группы, лежачий, все делает под себя. Вся его пенсия уходит на памперсы. Моей пенсии не хватает, только хватает так, на минимальный
прожиточный минимум, так сказать. Тяжело живется. Не можешь позволить себе ничего, так сказать, лишнего. Очень много идут средств на приобретение медикаментов. Медикаменты дорожают. Идешь в аптеку один раз, вот сейчас недавно заболела, были как бы один укол стоил 33 лей, сейчас смотрю 40 с чем-то лей. Очень тяжело, очень тяжело. Они думали о людей, о жизни, как быть, чтобы дети работали здесь у нас в Молдавии. Не то, что они Вот мнение наших людей, о чем думают наши люди здесь на юге. Вот как вы можете прокомментировать? Люди хотят лучше жить. Да, я уже, в принципе, вот эту ситуацию прокомментировал. Это то, что мы наблюдаем во всех точках страны. Будь то это Джурджулеш, будь то Крива, будь то Наславча, будь то здесь. Проблемы у всех общие. Дело в том, что действительно из Молдовы 106 граждан ежедневно покидают страну. Это статистика. Люди покидали страну при коммунистах и при тех же темпах покидают страну сейчас. Дело в том, что люди не находят гарантии в своей собственности, не находят, а за счет этого бизнес не может обеспечить рабочие места. За счет того, что люди не находят рабочие места, они платятся налоги в бюджет становится все меньше. И тут долгая история. Давайте я разберу понемножку. Тут были разные мнения. Касательно пенсий. Как я и говорил раньше, помимо официального бюджета, мы подсчитали, что за счет этих схем, которые создали Олег Воронин и Плохотнюк, а сейчас их поддерживает Плохотнюк, воруется 2 госбюджета. Мы за счет того, представьте себе, что в один момент в парламент приходит группа людей, которая говорит, что мы не собираемся воровать. То есть мы не собираемся входить в сговор с этими схемами и раскрывают публично эту схему. Нас сейчас... Вначале все так говорят. Нет, мы это говорим 4 года. Мы это говорим 4 года, к сожалению, не все смогли нас услышать. Серджи Макану много чего раскрыл, но давайте не оторвемся от темы, действительно. Оттуда могут быть уплочены пенсии, зарплаты и все нужды государства. Насчет пенсий. Люди, наши люди, которые платят, должны тут работать молодые и платить в госбюджет, откуда и платятся пенсии, уезжают за границу. И они платят пенсии за границей этим людям. 4-й в нашем списке Каролин Велишко. Он уехал из Молдовы с $10 в карман в Лондон. Он в Лондоне на данный момент имеет мясокомбинат, где работают тоже наши молдаване, да, сограждане, и он платит 30 000 фунтов налог. Это налог, который он платит в государство Великобритании. Он в списках вашей партии? Он 4-й, да, в нашем списке, я 3-й. Далее на списках то же самое. Люди, которые уехали, были вынуждены уехать из Молдовы и платят пенсии там. Мы говорим, что мы нашим образцом показываем то, что мы намерены призвать наших сограждан домой. Но для этого наши сограждане не могут приехать сегодня в Молдову, потому что у нас нет гарантии собственности. У нас, когда нет гарантии собственности, нет инвестиций, потому что никакой международный инвестор не придет в страну, где у него не будет гарантирована его инвестиция, а это зависит от юстиции. И мы приходим к той изначальной точке, которую мы ставим главное, что когда будет юстиция, когда не будет, мы должны закрыть большую коррупцию. Спасибо. И, наверное, последний мой вопрос. Что в ваших программах вашей партии предусмотрено для развития регионов, вот, в частности, для Гагаузии? Мы сегодня в Гагаузии находимся. Да, значит, мы считаем, что надо децентрализировать администрацию. Мы даже более того считаем, что часть администрации должно перейти в Бельцы, часть администрации должно перейти в Камрад. Насчет Тирасполя мы не можем сотрудничать, к сожалению, на данный момент мы потеряли контакт с той территорией.
Это может быть в развитии в будущем, когда Молдова может быть интересна для Приднестровья, но на данный момент нет. Что для Камрата? Мы даже говорили о том, что у нас было такое предложение, что Высшую судебную палату перенести сюда. Дело в том, что мы считаем, что Кишинев не должен быть единственным центром, где принимаются важные решения для государства. Те судьи, которые могут приехать за счет наших требований в Молдову, они должны находиться отдельно от центральной власти. То есть они должны быть вне контакта с центральной властью, так, чтобы мы все предстали перед честным судом. Вот это одна из важных частей. Мы действительно такой вариант обсуждали. Спасибо. Ну и ваше обращение к нашим избирателям. Мы считаем, мы Народное движение «Антимафия», считаем, что в этой кампании, после скандалов в Падуре-Домняск, о котором сказал Серджи Мокану, мы имеем шанс снять эту коррумпированную власть. Это начало серьезных изменений в нашей стране. Мы должны трансформировать Республику Молдову в сильное государство, и это возможно только за счет создания сильных структур, сильных юридических структур, независимой прокуратурой, таможенных инспекторов на 2 года из Европы, налоговых инспекторов на 2 года из Европы. Мы не будем создавать коалицию с Филатом и с Плохотнюком. Мы должны создать коалицию в интересах нашего народа. У нас на списках новые люди, которые без интересов, вы можете посмотреть. Это люди, часть из которых приехали из-за границы, вернулись домой для того, чтобы изменить наше государство, для того, чтобы наши люди приехали домой, чтобы мы создали привлекательное государство. Спасибо, уважаемые телезрители. Отведенное время для дебатов подошло к концу. Напомню, что в сегодняшних дебатах принял участие кандидат в парламент Республики Молдова от политической партии «Народное движение «Антимафия» Павел Герман. Спасибо вам, Павел, что приехали к нам сегодня, рассказали о своей программе. Дебаты провела Елизавета Ротарь. Спасибо вам за внимание.